Сотрудникам Дома культуры села Адьзвавом больше не придется работать в дубленках и шубах. Скоро будет тепло, обещают местные власти. Деньги на модернизацию системы электроснабжения уже заложены. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки руководства округа в населенный пункт. Мэр Инты со своей командой лично узнали чаяния сельчан, осмотрели социальные объекты. Чем живет Адьзвавом сегодня, расскажет Анна Зубарева. За столами перед жителями Адьзвавома мэр Инты Владимир Киселев, прокурор города, местный депутат, главный врач Центральной городской больницы и ряд профильных специалистов городской администрации. Несколько раз в год в село приезжает руководство округа, чтобы лично узнать чаяния сельчан, привезти необходимое, осмотреть социальные объекты. Одна из первых проблем, что была озвучена на встрече – отсутствие стабильного интернета. Да и сотовая связь работает с перебоями. При большом количестве одномоментных звонков начинаются неполадки. А еще не так давно произошел сбой на одном из каналов телефонной линии. Второй канал еще не работает. Очень трудно дозвониться. Даже по работе мы названиваем названием. Поэтому просим как-то быстрее все это наладить. В течение лета, осени мы это сделать не могли. Сейчас зимник открылся, планировались работу на эту неделю буквально, но, к сожалению, коронавирус тут внес свои коррективы. Антенщики в Печоре у меня на больничном. В скором времени вопрос власти пообещали решить. Он все-таки особой важности. Телефонная стационарная связь для жителей Адьзвавома является основной. Именно так они чаще всего держат связь с большой землей. Но есть и то, чем местные гордятся. Это Дом культуры. Один из самых современных среди сельских. Одна беда. Зимой в клубе холодно. Администрация уверяет, перемены не за горами. Деньги на модернизацию системы электроснабжения уже заложены. Денежные средства заложены на замену электропроводки, потому что проводка, сечение проводов маленькое, но сейчас не выдерживает вот такие обогреватели, чтобы включать их. Поэтому сейчас посмотрим, что нам рассчитали специалисты, посмотрим, что будет хватать, и продумаем вопрос о замене конвекторов на более эффективные, чтобы здесь была нормальная температура, которая должна быть, чтобы работать можно было. В этом году в селах Интинского округа будет реализовано 6 инициатив в рамках проекта «Народный бюджет». Что касается села Адьзвавом, здесь летом будет оборудован мост через ручей. Сельчане давно об этом мечтали. Жители Адьзвавома выходили с проектом. Это ручей, которым пользуются все жители, который затапливает и нет прохода. Поэтому мост через этот ручей будет выполнен в рамках народного бюджета в этом году. Жители отдаленного населенного пункта не остаются и без медицинского обслуживания. В село ежегодно приезжает бригада профессионалов. Медики в прошлый раз впервые привезли с собой передвижной флюорограф. На обследование пришли люди, некоторые из которых больше 10 лет не проверяли свои легкие. В прошлом году у нас прошли 38 человек обследования. Это очень хорошо, что на место выезжают, потому что у нас большинство... Средний возраст нашего населения считали, по-моему, где-то около 60 лет, то есть людям трудно ездить в город. Главный врач Центральной городской больницы на встречу с населением приехала не с пустыми руками. Привезла медикаменты и экспресс-тесты на антитела к коронавирусной инфекции. Вообще проблем с обеспечением ФАПа здесь нет. Раз в 3 месяца сотрудник выезжает в город и привозит все необходимое для лечения пациентов. Медикаментов хватает, потому что я привожу, и платные привозим, и по экстренке. Ну, а так остальное тут бытовое. Проблема бытовая, нерешаемая. Это Елена Сметанина. Работает медсестрой в Адьзвавоме с 2010 года. Медик с 30-летним стажем. Говорит, на селе работать непросто. Нужно иметь широкий профиль знаний и навыков. Болезни разные, а специалист всего один, который не имеет права подвести пациента. И пусть в селе, что за 100 километров от Инты, живут всего 55 человек. О них не забывают. И они отсюда переезжать никуда не собираются. Говорят, уже слишком прикипели душой к родным местам. Анна Зубарева, Наталья Думих, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Адьзвавом.